Читаем российскую газету от 14 июля 2017 года под номером 154. Статья «Лекарства от жадности». В Госдуму внесен законопроект, который резко ограничивает ставки по кредитам, которые предлагают микрофинансовые организации. Не более 15% выше ключевой ставки Банка России, то есть 24% годовых. Запрещается также принимать в залог недвижимость и передавать право требовать долг третьим лицам без согласия заемщика. Большей части МФО придется уйти с рынка, если этот закон будет принят, считают эксперты. Общая сумма процентных платежей и кредита не может превышать двукратного размера первоначального размера займа. Например, долг гражданина, который взял взаймы 50 тысяч рублей, не может быть выше 100 тысяч после всех выплат, включая сам долг и проценты по нему. При этом повторное кредитование клиента разрешается лишь через полгода после выдачи предыдущего займа. Как отмечают авторы поправок, в нынешней экономической ситуации обращаться к микрофинансированию вынуждены наименее защищенные слои населения, в том числе и безработные. За последние 2 года число обращений в МФО выросло на 12%, а количество одобряемых микрозаймов прибавляет по 10% ежегодно. В банках им кредит не дают, а в МФО готовы раскрыть объятия, но под грабительский процент. В итоге заемщики оказываются в чрезвычайно неблагоприятном материально-финансовом положении, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Не имея денежных ресурсов для выплаты микрозайма, они вынуждены отчуждать свое имущество для погашения долга МФО. А когда оно отсутствует, могут последовать непредсказуемые для заемщика последствия. Инициатива правильно, считает первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова. Неадекватные размеры ставок плюс финансовая неграмотность населения создают ненужные трагедии и возможности для недобросовестного бизнеса, отмечает она. Но непонятно, зачем создавать отдельный законопроект, если можно внести поправки в новый закон об МФО, который только что начал действовать. По ее мнению, кому-то придется нелегко, но все добросовестные МФО выживут. Да, высокие ставки – это визитная карточка МФО, поскольку быстрое получение денег – востребованный сервис. Однако этот финансовый сектор характеризуется большим числом серых компаний. Именно их и предлагается выдавить с рынка. В то же время замглавы Совета директоров площадки взаимного кредитования «Город денег» Юлиан Лазовский полагает, что законопроект вряд ли будет принят. Предлагаемая ставка даже ниже средней по банкам, которые приводит Банк России, отмечает он. В частности, предельные ставки по всем потребкредитам регулятор ограничивает 36-39%. И почему тогда МФО должны кредитовать дешевле банков, учитывая, что у них дороже и фондирование, и риски выше? Недоумевает он. С такой ставкой они не смогут существовать. Кроме того, по его словам, грабительским процентам МФО соответствуют не менее грабительские риски при работе с плохими заемщиками, которых никто, кроме микрофинансистов, кредитовать не хочет. Что будет с ними на опустевшем рынке, при том, что деньги им, как и раньше, нужны? Зато рынок черных кредиторов успешно вырастет. Статью подготовил Сергей Куликов. Специально для рубрики «Читаем газеты» Олеся Григорьева.